Здравствуйте, в эфире программа «Алато Лайв». В студии работает Бегаим Бегалиева. Государственная служба – основа эффективного управления страной. Но когда система перегружена бумажной волокитой, когда решения принимаются медленно, процессы излишне усложнены, страдают не только госслужащие, но и граждане. Сейчас мы поговорим о реализации указа президента о повышении эффективности и дебюрократизации системы госслужбы. Что именно меняется и как это повлияет на работу госорганов и чего ждать гражданам? На эти вопросы ответы мы постараемся получить у наших гостей. Заместителя директора Национального института стратегических инициатив при президенте Шумкарбека Адильбека Улу и директора Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Аязбека Джаркынбаева. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Ну и вот мы говорим об указе президента о повышении эффективности и дебюрократизации системы государственной службы. Давайте для начала вообще уточним, что это за указ, на что нацелен он, на что направлен и что в конечном итоге вообще ожидается получить. Начнем с вас, наверное, да? Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность, в первую очередь, чтобы на таком уровне в прямом эфире рассказать, что за работа проводится, какие цели перед нами стоят, какие задачи. Во-первых, указ был принят 10 марта 2025 года под номером 83. Это был результат не сиюминутного принятого решения. То есть, как вы знаете, в 2023 году была принята концепция правовой политики Кыргызской Республики до 2026 года. И в рамках нее одним из основных направлений также было проведение дебюрократизации, оптимизации административных процедур, систематизации нормотворческих подходов и так далее. То есть, и в рамках данной работы была разработана соответствующая методология по дебюрократизации. То есть она включает ряд аспектов. Это и дебюрократизация нормативная, дебюрократизация управленческая. Да? То есть есть ряд принципов, по которым мы идем и проводим оценку работы госорганов, оценку нормативных правовых актов. Как эта методика, да, направлена на сокращение ненужных процедур, да, на упрощение, на повышение эффективности, на оптимизацию самого законодательства. Да? И, соответственно, в этом указе была поставлена задача начать эту работу уже. То есть методологически уже практически примеры уже были сделаны. Министерство юстиции на своем примере уже провело определенную дебюрократизацию, в частности, в сфере регистрации юридических лиц, в сфере нотариальной деятельности, очень много об этом говорилось, да, уже в предыдущие годы. И вот на примере, на основе вот этих всех проведенных работ, данный указ заложил основу уже для старта полномасштабной реформы. И в рамках данного указа поставлена задача провести дебюрократизацию всех госорганов, повысить их эффективность, снизить бюрократические процедуры, снизить нагрузку на граждан, на сами госорганы. И, соответственно, в рамках данного указа министр юстиции Кыргызской Республики Баетов Аяз Батышкулович был одновременно назначен директором Национального института стратегических исследований, а также в ранге вице-премьер-министра. То есть это чтобы обеспечить административный, как говорится, уже управленческий координационный механизм. Ну, в части, наверное, того, каким образом НИСИ задействовано, расскажет, наверное, мой коллега. Продолжить. Да, почему именно НИСИ был задействован, да? Ну, как отметил мой коллега, на самом деле уже политическое решение было, и сегодня мы занимаемся реализацией этого, скажу, непростого политического решения, потому что сам госаппарат, он не может существовать без бюрократии. Да? То есть, но излишняя бюрократия, наоборот же, мешает этому же госаппарату реализовать поставленные политические, так скажем, задачи, принятые решения. Вот, и в последнее время как раз-таки наблюдалась тенденция, когда принятые политические решения каким-то образом, в том числе из-за бюрократии, мы видели, что реализация желала оставлять лучшего. И, соответственно, это очень снижало эффективность госорганов. И в этом направлении было принято решение о том, что в НИСИ, в наш институт, будут добавлены две новые функции. Это выработка мер по дебюрократизации и выработка мер по
улучшение эффективности системы государственного управления. Что это означает? Это означает, что наш институт фактически уже этим занимается. Он проводит консультационные работы, он проводит параллельно исследовательские работы, направленные на выявление, в первую очередь, проблем, которые мешают повышению эффективности, направлены на выявление причин, которые являются причиной бюрократии, затягивания вопросов, там, других моментов. И на основе этого мы вырабатываем механизм реализации. То есть, что это означает механизм реализации? Механизм реализации это означает, что не просто мы декларативно выявляем проблему, причины бюрократии и об этом пишем. Мы предлагаем конкретные НПА, нормативно-правовые акты, либо другие директивные документы, которые либо в корне меняют, радикально меняют, так скажем, действующую ситуацию, либо мы прощаемся с этими, так скажем, устоявшимися фактами или процедурами в пользу повышения эффективности. И такого рода уже решения есть. Я вот хочу отметить, одна из, так скажем, больших насущных проблем нашего населения – это справки. Сегодня, когда были факты, когда обращаетесь в какой-то госорган, он может запросить у вас дополнительные справки от других госорганов. И уже одним из первых результатов, можно сказать, с понедельника начало действовать распоряжение правительства, Кабинета министров, где указывается, что теперь государственные органы не должны требовать, то есть не выдавать бумажную версию справок и не должны требовать справки от того человека, справки от другого госоргана. Теперь оно само в рамках электронного взаимодействия через Тиндук возьмет всю необходимую информацию само другого госоргана. Это облегчает, во-первых, процедуру ответа госоргана и сам процесс предоставления государственного услуг. Это всего лишь одно из направлений, да, то есть как работает дебюрократизация. Теперь разрешите рассказать, как выстроена система этой работы. Помимо того, что вышел указ и директор НИСИ наделен определенными полномочиями по, как я уже сказал, выработке мер, плюс был создан специальный механизм по контролю, по мониторингу уже выработанных решений. Это механизм, он в виде межведомственной комиссии под председательством председателя Кабинета министров Атубека Алишевича, где каждый раз, так скажем, идет обсуждение, отбор инициированных нами решений, предложений, потом это принимается, потом это отправляется на принятие этих НПА, и, естественно, идет процесс мониторинга, отслеживания этих решений. Таким образом, сложилась целостная работа от начала процесса выявления, предложения механизма реализации, плюс совершением мониторинга и контроля. Ну и 10 марта этот указ был подписан, и с тех пор вы уже немножко отметили, да, какие меры уже, то есть какая реализация уже идет. Кроме этого, буквально вчера, да, накануне, министр юстиции встречался с президентом Садыром Джапаровым, где он изложил результаты работы за этот месячный срок, скажем так. Да. Кроме этого, какая работа еще была проделана и что еще планируется сделать для того, чтобы достичь желаемых результатов? Если говорить о результатах, то на данный момент уже проведено 2 заседания межправительственной комиссии по дебюрократизации. Соответственно, на каждом заседании рассматривались предложения по дебюрократизации по определенным направлениям. В частности, сейчас мы идем по государственным органам. Да? То есть фактически на первом этапе рассматривались проблемы в таких госорганах, как Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Государственная кадровая служба. Министерство образования, насколько я помню, Министерство образования, да, это на второй этап. Да. То есть на первый этап вышло порядка 45 решений в виде проектов НПА и системных поручений. И, соответственно, этим же протоколом были определены следующие министерства, которые будут являться предметом второго этапа. То есть на второй этап вышли 8 министерств, включая Министерство образования, Национальная аттестационная комиссия, Национальная академия наук,
получается, и еще остальные ведомства, это фонд обязательного медицинского страхования, департамент лекарственного обеспечения. То есть сейчас мы идем поэтапно, на каждое заседание определяются государственные органы, которые необходимо изучить и предоставить результаты по ним на следующий этап. Соответственно, уже по итогам первого заседания около 45 решений, по итогам второго заседания около порядка 30 проектов НПА и ряд тоже протокольных поручений. То есть там идет комбинация управленческих решений. Это не только изменение нормативно-правового акта, но также и протокольные поручения, то есть направленные на конкретные проблемы. Да? То есть, например, изучить такой-то вопрос и в срок такой-то внести конкретные уже предложения для реализации. Поскольку мы понимаем тоже, по некоторым вопросам времени очень мало, чтобы разобраться полностью, поэтому мы фиксируем проблему, мы фиксируем, соответственно, что вызывает проблему, и уже мы, как бы говорим, давайте на этом уровне уже постараемся более глубже посмотреть и уже предложить какое-то решение. То есть мы проблему не оставляем. Что можно решить, мы решаем сразу в виде проектов НПА, внесения изменений в соответствующие регулирующие документы. То есть, как уже было сказано, справки — это действительно такой важный элемент, он такой показательный, да, потому что касается каждого гражданина. Очень много решений тоже касается, в принципе, и каждого гражданина, но также касается и непосредственно взаимодействия между госорганами, да, там какие-то внутренние бюрократические процедуры. Поэтому по конкретным вещам, может быть, Шухмар Адильбекович, вы расскажете, да, конкретные направления? Я еще хочу добавить, по итогам первого МВК можно отметить очень большое направление, как, так скажем, выработка мер в области по дебюрократизации, в области, так скажем, правоохранительных органов и в области, так скажем, административной государственной службы. Вот, допустим, я могу назвать это, как вы знаете, в стране в последнее время сложилась такая тенденция: у государственных служащих есть разного ранга некий административно-субъективный паралич по принятию решений. Все боятся принять ответственности. Все время какой-то документ отправляют на согласование либо горизонтально другим коллегам, либо вверх, либо вниз, там, не хотят подписывать. А все это упирается в том, что на законодательном уровне до сегодняшнего дня защита государственного служащего, она была несистемна. То есть где-то что-то было отражено, где-то роль государственного служащего была занижена, где-то он свои права не мог защищать, он конкретно не знал, за что он будет отвечать. И плюс действия наших правоохранительных органов, которые бывают порой выходят за свои служебные, так скажем, функциональные обязанности. Все это привело к тому, что в стране буквально сформировался административно-субъективный паралич. И вот в рамках первых, так скажем, пакета были предложены и уже сегодня находятся на стадии общественного обсуждения законопроекты, направленные в этом направлении. Да, вот. А вот если говорить о втором, то я могу подробно рассказать. Допустим, вот начнем с того, что мы считаем это очень хорошая инициатива, очень хороший шаг со стороны государственного органа, вот, Национальный статистический комитет. Он, во-первых, в рамках дебюрократизации, в рамках цифровизации своих, так скажем, своей работы, они идут на сокращение 130 мест. Вот. Плюс они идут на сокращение своих отчетностей. Это как раз таки то, что были определенные жалобы со стороны бизнеса, что очень много отчетности со стороны других государственных органов. Да, они идут на снижение своих отчетностей от 257 до 137. То есть значительное сокращение. Плюс еще мы, как бы, так скажем, поднимаем инициативы, мы, дай бог, ожидаем, что эта инициатива будет поддержана руководством страны, о том, что вот тот государственный орган, который пойдет через дебюрократизацию в целях повышения эффективности на сокращение своих штатных единиц, да, то сэкономленные средства будут оставляться в этом же госоргане на свое усмотрение, либо на повышение заработной платы, улучшение условий труда и так далее, и так далее. Сегодня, так скажем, ответственный орган Министерства финансов, оно поддержало эту инициативу, мы ожидаем утверждения этой инициативы. Это должно дать сигнал другим государственным органам, что дебюрократизация – это в первую очередь возможность для себя встряхнуться, посмотреть новым взглядом, под другим углом на свою же работу.
Вот. Следующая инициатива, это мы можем назвать в области образования, о которых уже в СМИ было названо, что систему Национальной академии наук, систему Национальной аккредитационной комиссии необходимо реформировать. Необходимо реформировать уже с применением новых современных технологий. Да? И в том числе мы поднимаем инициативу, тогда давайте, вот было как бы во время встречи самими представителями НАН, да, Национальной академии наук, была озвучена инициатива, что им не хватает финансовой автономии, им не хватает определенных этих, и мы согласились, мы говорим, хорошо, мы поднимаем инициативу по предоставлению финансовой автономии, но взамен вы должны уже посмотреть и сделать реформу, по-другому работать, по-другому предоставлять свои услуги, свой продукт, привязывать свой продукт, своей научной деятельности к жизнедеятельности общества, к работе государства, к официальным индикаторам. Да? Вот, следующая можно инициативу также назвать о том, что были предложены наши инициативы о том, чтобы реформировать систему государственного аудита, потому что мы считаем, что здесь тоже есть определенные проблемы, которые тоже, исходя уже из современных реальностей, требуют пересмотра. Вот. И также можно отметить о том, что как вот особенно вот в регионах есть такая проблема сельские библиотеки. Они сегодня находятся на балансе Министерства культуры, и есть предложение о том, что эти библиотеки передать в сферу образования, чтобы школы могли, во-первых, воспользоваться. При этом это не означает, что вход будет всем, так скажем, запрещен, это будет открытая библиотека, но мы думаем, что сфера образования более эффективно будет использовать эту библиотеку. Плюс есть такие библиотеки, которые без зданий, да, то есть вот такого рода по согласованию с органами местного самоуправления это все ликвидировать. То есть сделаем такой большой шаг, большие инициативы именно в сфере, именно в части эффективного использования государственных ресурсов. Еще могу добавить, да, в качестве отдельных решений, то есть, как я уже говорил до этого, дебюрократизация строится на определенных принципах, и одним из принципов является сокращение государственной монополии, да, по предоставлению определенного вида услуг. Вот, и передача их в аутсорсинг частному сектору. Да. Вот, например, вот, показательный пример – это Министерство юстиции. То есть сейчас частный нотариус уравнены в правах с государственными нотариусами. Да, то есть и это обеспечивает больший доступ к этому виду услуг, больше повышает качество оказания услуг. И одним из направлений в рамках дебюрократизации мы также смотрим, какая государственная монополия на какие виды услуг есть у государственных органов и от чего они могут отказаться в пользу улучшения качества предоставления частному сектору. Да? И в рамках этого, вот, в рамках первого пакета, например, как вы все знаете, сейчас онкологическая помощь, она в основном оказывается в государственных онкологических больницах, и в рамках этого первого пакета, то есть законодательство уже было принято, и сейчас уже при введении соответствия законодательства мы внесли пакет решений по передаче онкологии в частный сектор. То есть теперь уже после принятия этого решения и дальнейших уже конкретизации уже деталей, частные клиники тоже смогут оказывать онкологическую помощь, и у граждан появится возможность проводить лечение здесь, в Кыргызстане, не выезжая за пределы. Да? То есть это повысит, я думаю, инвестиционную привлекательность для медицинского бизнеса, да, здесь, чтобы здесь открывать такого рода больницы. Второй пример – это частные судебные исполнители. Да? То есть мы знаем, что судебные исполнители – это государственные исполнители, но анализ покажет, что нагрузка на них очень большая, и поэтому страдает исполнение судебных решений. Поэтому одна из таких тоже серьезных инициатив – это внедрение института частного судебного исполнения. И мы думаем, что это позволит тоже разгрузить государственный аппарат и обеспечить качество, потому что сейчас на данный момент у некоторых судебных исполнителей нагрузка в год до 1000 исполнительных производств в год. То есть они фактически не успевают обрабатывать все принимаемые решения, исполнительные производства. Поэтому я думаю, это тоже важный аспект, который коснется всех, и тоже одно из наших важных направлений деятельности. Ну, мы понимаем, что вот эта работа вся, она очень такая объемная, очень трудоемкая и продлится, скажем так, на долгое время. Но вот
конечный результат мы уже когда можем видеть? Когда мы можем сказать, что у нас в стране произошла вот эта именно дебюрократизация государственной службы? Ну, я думаю, вот так нельзя говорить, что дебюрократизация закончилась. Она не заканчивается. Потому что, как я вначале сказал, государство без бюрократии не может существовать. То есть если государство должно оказывать какие-то свои функции, у нее должно быть обязательно это где-то оформлено в виде правил, процедур. Да? Это уже бюрократия. Просто как ее реализовывать, вот проблема. Сегодня мы видим, что чересчур забюрократизировали. Да? Каждая процедура, где-то что-то, согласование, какие-то доп. Справки, какие-то разрешения лишние, и так далее, ненужные, лишние, да? ненужные и так далее. Вот это называется процесс дебюрократизации. И, соответственно, он будет каждый раз вот так волной повторяться. Почему, я объясню, был мандат на полгода? Потому что мы считаем, что за полгода мы выявим все необходимые, так скажем, существующие проблемы, барьеры. На основе них мы подготовим механизмы реализации и мы предложим. Дальше мы уже посмотрим, так скажем, на то, что как будет, так скажем, реализовываться те вот предложенные механизмы. На сегодня я уже хочу сказать, что, как я уже отметил, на стадии общественного обсуждения некоторые уже приняты. Вот вышло распоряжение по справкам, да, первое. То есть первые результаты уже есть. И следующее мы ожидаем в рамках определенных прохождений процедур. Это через Джохур Кенеш надо законы принять, постановления и так далее. И все это, оно будет постепенно перенастраивать работу государственной системы. И цель одна – это снижать бюрократию, убирать лишние, бесполезные, ненужные процедуры. Потому что на сегодня каждая процедура это требует денег, иногда не одного госоргана, иногда нескольких госорганов. Вот это борьба с этим, да, это называется дебюрократизация по простому языку, на простом языке. Я думаю, что дебюрократизация, как правильно отметил мой коллега, это постоянный процесс, и поэтому, например, Институт стратегических исследований были вменены две новые функции, то есть осуществление дебюрократизации, повышение эффективности, то есть они на постоянной основе этим будут заниматься. Сейчас надо запустить весь механизм, и результаты будут постоянно. Да? То есть мы сейчас, самое главное, что зачем нужен был указ, это, во-первых, запустить механизм, во-вторых, показать важность этого, да, процесса, короткий срок определить и показать, как будет ли вообще результат от этого, да, то есть и, соответственно, и еще придать контроль, да, со стороны президента, чтобы вот эти решения, потому что очень много решений вырабатывается, которые не доходят до своего логического завершения. Здесь же каждое решение, которое принято на заседании межправительственной комиссии, оно контролируется, доведено ли оно, прошло ли общественное обсуждение, прошло ли на согласование, на какой стадии, почему, где, что, почему наши предложения были где-то обрезаны или урезаны, или же дополнены новыми. То есть здесь будет обеспечен полный комплекс, да, координационных контрольных мероприятий. И по итогам уже первого этапа уже будут соответствующие отчеты предоставлены, да, то есть когда уже начнут приниматься уже нормативные акты. И я думаю, граждане тоже почувствуют, что изменения пошли. Я хочу еще один пример рассказать, если позволите, чтобы граждане почувствовали, что мы все это, так скажем, эту деятельность активизировали не для того, чтобы, как привыкли, что-то такое в облаках, высокое, концептуальное. Да. Нет, именно конкретно. Вот, допустим, простой пример – это по отчетам среди учителей. Сегодня очень много жалоб, которые учителя говорят, что у нас очень много времени уходит на отчеты, на учебу времени мало остается. Мы по этому поводу, по-моему, раза 3-4 встречались, проводили совещания на уровне руководства с Министерством образования. И вот уже принято протокольное решение о том, что количество отчетности, вообще отчетной нагрузки должно снизиться на учителя на 75%. Работа в этом направлении ведется, то есть плюс само Министерство образования, оно буквально недавно анонсировало о том, что будет разработана единая платформа, да, то есть это тоже будет на контроле. Это как раз таки те механизмы реализации, о которых я говорил, которые направлены на облегчение и улучшение жизни государственного служащего и простого населения.
Ну и в завершении передачи еще такой вопрос. Мне интересен опыт других стран. Скорее всего, при выработке различных мер и механизмов для реализации этого указа вы руководствуетесь опытом других стран тоже. И вот насколько наши проблемы глубоки по сравнению с другими странами. И какие именно их тоже, какой именно их опыт тоже применяется у нас? Буквально в 2-3 словах. Каждая страна идет своим путем. То есть, если из ближайших соседей, то у нас можно отметить Узбекистан, Казахстан. У них в Казахстане, например, это указом президента была запущена тоже такая кампания в 2022 году. Да? В принципе, когда мы уже тоже начинали эти процессы в 2022 и 2023 году. Узбекистан тоже проводит эти работы. Беларусь уже давно этим занимается. Схожие, в общем, подходы схожи, и проблематика, в принципе, в общем, схожая. Да? То есть нельзя сказать, что мы очень сильно отстали или отличаемся. Везде. Бюрократия есть везде. И другой вопрос, еще то, что все говорят, что цифровизация помогает, но где-то ее неправильно делают, она тоже где-то еще ухудшает. Поэтому здесь тоже вопрос правильно выстроить все процессы и их правильно автоматизировать. Потому что даже если автоматизация есть, но все равно бюрократия сохраняется, значит процессы сами неправильно выстроены. Поэтому международный опыт тоже учитывается. Мы тоже смотрим, как это было сделано там, в других странах, и используем тоже какие-то наработки у нас. Добавить? Ну, я как могу добавить, чтобы было проще понимать, вы понимаете, тот, так скажем, очень грубо скажем, тот беспорядок, который у нас скопился во дворе нашего дома, да, за нас никто, какой-то сосед или кто-то не придет и не уберет. Не да. будет. Соответственно, это все мы своими силами, и своими инструментами, и своим пониманием должны делать. И поэтому подход у нас будет свои, индивидуальные, и где-то с учетом, так скажем, менталитета нашего населения, с учетом всех других аспектов, мы своим ходом уже идем, и первые результаты уже есть. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. А я напомню, что в гостях у нас были заместитель директора Национального института стратегических инициатив при президенте Шумкарбек Адильбек Уулу и директор Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Аязбек Джаркынбаев. И поговорили мы о реализации указа президента о повышении эффективности и дебюрократизации системы государственной службы. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.